Коронавирус не проходит бесследно, и людям, которые им переболели в средней и тяжелой форме, сегодня требуется дополнительная реабилитация. Так, на базе Ухтинской физиотерапевтической поликлиники ранее уже начали заниматься реабилитацией таких пациентов. Кроме того, некоторые из процедур можно пройти в поликлиниках по месту жительства. Михаил Алипченков о расширении такой работы. Последствия новой коронавирусной инфекции могут сохраняться еще долгое время. Прежде всего, это легочный фиброз, который может привести не только к значительной потере трудоспособности, но и инвалидности. А еще аритмия, сбой иммунитета, снижение уровня лимфоцитов в крови. А так называемый ПИТ-синдром, когда пациент после интенсивной терапии и вовсе может грозить нарушениями психики. Человек становится тревожным, у него появляется посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия, ухудшается память, внимание, скорость мышления. А еще становится плохо с реакцией, возникают трудности с обучением, привычной работой и выполнением повседневных задач. Вот почему людям, которые перенесли ковид в средней и особенно в тяжелой форме, сегодня так важна реабилитация. Вот после заболевания коронавирусом вообще организм он в полном дисбалансе находится, и нужны уже специалисты разного профиля. Это и терапевт, и невролог, и другие. Вот что делать человеку, который переболел? В курсах реабилитации привлекаются не только специалисты, участвующие в восстановлении дыхания, но и также другие специалисты. Может быть привлечен и невролог, и кардиолог, если затронута сердечно-сосудистая система, ну и другие специалисты. Реабилитация рассчитана на 2 месяца для средних и среднетяжелых случаев. Дыхательная гимнастика, массаж, лекарства и витамины, диета с повышенным содержанием белка. Вы получаете комплекс определенных упражнений индивидуально в зависимости от сопутствующей патологии, от имеющихся каких-то сопутствующих заболеваний. И доктор, который вас смотрит и консультирует, он вам и подбирает то количество упражнений. Попасть сюда можно только по направлению терапевта. При этом потребуется получить и справки о 2 отрицательных анализах на коронавирус и с результатами флюорографии. Предварительно республиканский физдиспансер с новым дополнительным функционалом начнет свою работу уже на следующей неделе. Потребуется оформить постковидный статус официально и продумать маршрутизацию пациентов, с которыми учреждение работает традиционно. Первоначально речь идет о работе с 20 пациентами одновременно. К слову, по такой же схеме уже сейчас во всех поликлиниках есть возможность оказывать такую помощь тем, кто переболел этой непростой инфекцией. Михаил Алипченков, Павел Фетисов, Юрган, Сыктывкар.